Bunu bütün spesifik oldu. Bizim gazete daha gül kilip, gül bizge yerden mitip bizim gazete için canlı bilen canatı keşif hankişen ben yazman hat karandaş bilen. Bunda anlattırsam okurman anlattırsam okumamın no smysl bitiyor. Hürmetli Nikolay Ivanoviç, biz Tatarlar her vakitte zakonlarını tınlap yaşarga irengen. Siz zinhar için irette deyip uylanmağızdağım. Şunday nasyonalny gazetelerini üst konatı astına alırga yaramıyma iken, alırga bik küp akçada kerekmi. Evet televizordan kürgençe küpme akça көрмеймін. Ну, в общем, я шундай пландарак yazылған хат ауылдағыша. Аны енді мені ішкертіп, анарсын хат ясап қойғандар, бісі оқылырлық. Уважаемый Николай Иванович, в нашей области с 90-го года выходит областная татарская газета «Бердамлик». Газета широко освещает вопросы истории и развития татарского народа, много статей о работниках образования, медицины, сельских тружениках. Постоянно публикуются интересные материалы о национальных праздниках, обычаях и традициях татарского народа, о проблемах воспитания молодежи, борьбе с вредными привычками, курением, алкоголизмом, наркоманией. Печатаются письма читателей о счастье, о любви, о помощи и других. Для тех, кто идет по пути ислама, ежемесячно выходит предложение к ислам. Здесь описываются все мусульманские обряды и традиции, приводятся выдержки из Корана, молитвы и проповеди. Бердамлик — народная газета. Мы ее очень любим и с нетерпением ждем каждый новый номер. К сожалению, в настоящее время газета находится в очень трудном финансовом положении. Раньше, когда было управление по печати, газета финансировалась из бюджета области, и коллектив был большой, очень дружный. Газета «Бердамлик» стала настоящей кузницей кадров-корреспондентов. Но зарплата у сотрудника «Бердамлик» очень маленькая, 5-7 тысяч рублей в месяц. Отсюда текучка кадров. Теперь в редакции работают 5 человек, 3 из них пенсионеры. Осипова Надежда Петровна, сотрудница областной администрации, в журнале «Самарские татары» отвечает на вопросы, говорит, что в Самарской области издается 10 национальных газет, и им выделяется на финансирование более 2 миллионов рублей в год. Бердамлик живет за счет подписки. В этом году из областной администрации выделено всего 700 тысяч рублей. Для газеты около 4 тысяч подписчиков, как Бердамлик, этого недостаточно для развития и нормального функционирования. Уважаемый Николай Иванович, мы, подписчики нашей любимой газеты «Бердамлик», просим вас помочь изданию. Пожалуйста, не дайте ей исчезнуть, возьмите ее под свое крыло. Тогда и кадры вернутся, и газета будет еще более интересной. Николай Иванович, мы следим за вашей работой, смотрим по телевизору, слушаем по радио. Знаем и понимаем, вам очень трудно восстановить все разрушенное. Мы уже вам поверили, и у вас все получится. Разия Аюпова, хозяйка татарской кухни Рзалинда. Ул бүген киләлмәде бер мәҗлестә, но менә җыйган подпислары шушында битенесе бар. Әгәр дә шушы җыелыш утверждать итеп, бу хатны үзләренең голосовать итсәләр шушы хат өчен, без бик рәхмәтле булырбыз. Кем за? Кул күтәрә. Кем против? Менә бу хатны укыдыгызмы? Кто за то, чтобы подписать, поднимите, пожалуйста, руки. Опустили. Кто против? Воздержавшиеся? Единогласно.